Бзира Шумаз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар начинает свою работу в обновленной студии. Сегодня мы будем говорить, наверное, о необычной теме для формата Апснахабар, но актуальной для всего мира и в том числе для Абхазии. Я хочу поприветствовать сегодня гостей, участников нашей беседы. Леван Мика, герой Абхазии, директор фонда развития абхазского языка имени Баграта Шенкупа, благотворительного фонда. Ахраб Жаня, общественный деятель, но сегодня в другом качестве. Далее будем раскрывать. Анри Гумба, известный композитор. И, Анри, я рад всех видеть, но тебя в особенности, потому что ты впервые в нашей студии. Я думаю, вы мне такую вольность простите. Итак, сегодня мы будем говорить об искусственном интеллекте. Для начала хочу сказать, что термин искусственный интеллект, возможно, самый распространенный, но не совсем точно описывает то, что мы используем в своей повседневной жизни, потому что есть искусственный интеллект, машинное обучение, большие языковые модели, нейросети. Но для упрощения зрителей, участников сегодняшнего обсуждения, мы скажем искусственный интеллект или нейросети, кому как удобно. Но понятие, я думаю, в целом будет такое обобщенное. Я хочу так тезисно пройтись. Буквально недавно Фонд развития абхазского языка презентовал свою стратегию развития и изучения абхазского языка. Мы об этом говорили в стенах Абхазского государственного университета. Совсем недавно прошли мероприятия, посвященные 80-летию победы, можно так сказать, 80-летию Владислава Григорьевича Арцунба. И вот эти два события мы используем как точки опоры для сегодняшнего обсуждения. И несмотря на традиции и так далее, я все-таки первое слово, исходя из того, что говорил ранее, передам Анри Гумба. Почему? Потому что когда мы вот в драмтеатре вместе смотрели фильм, посвященный Владиславу Григорьевичу, он был презентован с такой подводкой, что в определенной части был использован искусственный интеллект. И это было очень трогательно, когда фотографии оживали, и когда мы слышали голос Владислава Арцунба, те его речи, которые не были озвучены, скажем так, им самим, да, в реальности. Поэтому, Анри, я хочу начать с тебя, и чтобы ты поделился своим опытом взаимодействия с нейросетями, и начнем с этого, а дальше уже продолжим. Да. Здравствуйте. Во-первых, поздравляю с новой студией. Спасибо за приглашение. Ну, все, конечно, начиналось через какой-то страх, может быть, как у многих, был такой отдаленный. Как это все работает, можно ли в это углубиться или надо все-таки сторониться. Но, конечно, это упрощает работу, особенно когда ты уже на каком-то определенном уровне профессиональном. Это большая помощь, нейросети, искусственный интеллект. И я углубился не только в сфере звука, я пошел дальше в разработке разного контента. И, конечно, теперь я могу работать в тех сферах, в которых я даже не очень компетентен. Я примерно понимаю, как работать с видео, я монтирую. Например, я не знаю, как там красить и доводить материал. Теперь я могу, пообщавшись с чатом GPT, дать ему образец, объяснить, в какой программе работаю. Он мне дает какие-то вводные, иногда даже полностью раскладывает по цифрам, и я могу, то есть, сделать какую-то работу. И в частности, уже в фильм про Владислава, да, мы, конечно, долго обсуждали с режиссером, будем ли мы применять, уйдем ли мы в эту сторону. Попробовали, был некий тест, и это сработало. Да, были сложности, голос Владислава я долгое время обучал из разных выборок, разных интервью, выступлений, потому что есть некая особенность, то есть искусственный интеллект все-таки моделирует, используя разные модели голосов, а у нас есть специфичный акцент, особенно голос Владислава мы знаем с таким абхазским акцентом, и все-таки удалось путем, находили прям такие характерные какие-то его выступления, и удалось обучить, и в итоге, ну да, эффект, конечно, такой, он сперва так
даже до мурашек слушаешь и понимаешь, что вот, ну, не было этого текста, он говорит, и это сработало. И я думаю, что, ну, это сейчас может для нас что-то такое прям удивительное, но это вопрос времени, и дальше мы будем этим активно пользоваться. Спасибо. Я сейчас, вот, Ливан, наверное, вот тебе передам слово, потому что, хоть я сегодня в качестве ведущего, но в рамках Фонда развития мы работаем уже долгие годы вместе. И как мы пришли, как фонд пришел к тому, что именно через цифровизацию, через искусственный интеллект мы можем найти путь для, не хочу говорить сохранения, а вот развития абхазского языка и его такого массового применения, скажем так. Ну, на самом деле здесь, если надо сказать о предыстории, потому что мы все понимаем, что современные технологии, они связаны с глобализацией и всепроникновением, то есть она проникает во все уголки страны и в самые, так скажем, удаленные места, где, как нам казалось, можно сохранять аутентичность, можно сохранить язык и так далее. Но туда пришла глобализация. И мы понимали, что фактически вот мы теряем почву под ногами, потому что это другая культура. Это мир врывается в нашу аутентичность, мир врывается прямо через смартфоны, телевизоры, врывается другая жизнь. И поэтому такая была сразу опасность, да, и она существует. И мы начали делать, так скажем, искать штурмом, да, мозговым, что выход, какой выход из этой ситуации. Здесь, ну, всегда напрашивается на этот вызов, всегда есть ответ, что должно нас погубить, то и должно нас спасти. Потому что новые технологии, они несут в себе и вот этот зародыш нашего спасения. Именно почему? Потому что эти технологии позволят нам вот этот мир, который уже к нам пришел, вот, глобальный мир, его сделать абхазским, обабхазить, сделать его лицо абхазским. Мы уже пропустили один этап, так скажем, да, с возникновением смартфонов. Фактически смартфоны перевернули нашу жизнь, уже перевернули. Здесь у нас и книга, здесь у нас и фильм, и мультфильм, и банк, и музыка. В смартфоне вся наша жизнь, но она при отсутствии абхазского. То есть абхазский только сейчас мы как-то догоняющие, там какие-то музыку начали вкачивать, еще что-то, какие-то вот благодаря таким энтузиастам, как Анри, вот мы стали туда проникать. Но, то есть мы этот этап уже пропустили, и фактически догонять в этом этапе очень сложно. В этот пул вошли, наверное, первая сотня языков, которая всеми признана, которая, значит, имела все ресурсы для того, чтобы в этот пул войти. И понимая это, мы как бы уже понимали, здесь мы пошли по пути Китая, да, Китай всегда не только избрал тактику догоняющего, но и опережающего, да, события, значит, такого направления, опережающего направления, потому что догнать практически невозможно. Но если идти вместе со всем миром, вот сейчас весь мир приходит к искусственному интеллекту, и вместе с ними зайти в этот мир, то тогда именно искусственный интеллект, когда он станет массовым в Абхазии, он зайдет уже с абхазским лицом. Вот эта задача у нас вот 4 года назад, понимая, что за искусственным интеллектом будущее,
И он обязательно проникнет во все сферы жизни и придет в Абхазию, что надо, чтобы он уже зашел с абхазским лицом, чтобы он говорил на абхазском, чтобы он делал материал на абхазском. Что касается, что может вот в данном контексте искусственный интеллект. Первая часть, мы уже много раз об этом говорили, это текстовая. Вторая часть это звуковая. Если мы обучим, то есть искусственный интеллект это еще ребенок, да? Вот ребенку надо научить. Мы научили его писать и читать на абхазском, теперь он должен научиться говорить. Для этого нужно опознавать голоса и большой материал голосовой ему закачать. Чем мы сейчас и занимаемся, и презентацию чего мы сделали. Ну, там открывается огромное, просто огромный, там, как скажем, зонтик, да, такой огромный, потому что это автоматический перевод уже и мультфильмов, фильмов, текстов, то есть и живыми голосами самих актеров. Это и прочтение новое, значит, создание новых мультфильмов, фильмов. То есть это на самом деле вот это тот контент, который у нас сегодня, так скажем, врывается в нашу жизнь, который дублируется, он будет автоматически дублирован на абхазский язык. То есть вот такая возможность у нас глобальная есть сегодня. И эта инициатива, мы не напрасно ее приурочили к дню рождения Баграта Шинкуба, 12 мая, чтобы подчеркнуть значимость для абхазского языка этого проекта. Он на самом деле очень значимый. Я думаю, что как Дмитрий Гуля в 1912 году, наверное, я всегда такое образно говорю, сел в последний поезд последнего вагона, уходящего уже значит, состава, потому что уже 20 век, абхазцы без письменности, и вот этим рывком мы на самом деле ушли вперед и создав литературу, театр, культуру, сохранив вот этот огромный материал абхазской культуры, который мы знаем, нардский эпос, песни, ну не знаю, это вот огромный материал мы смогли сохранить, уже до 20 века донесли, вот и это благодаря, наверное, нашим старшим, которые тогда, и слава Богу, были долгожители, которые сумели прожить 100-120 лет, и благодаря тому, что они из глубины веков, вот этот образ, наверное, Гомера, да, вот когда я вот наших старцев представляю, я представляю их Маадан Сакания, там, Астер, Ста, вот образы Гомера, который вот так скажем, образный такой, который нам вот этот эпос, огромный пласт нашей культуры, они смогли передать, и наши старшие уже вот в этом участвовал и Баграт, и Квацея Шакрыл, Шалва и Налыпа, много наших, потом другое поколение наших старших, Шота Салакая, Зухба, потом уже дальше пошли молодежь и так далее. Вот весь этот вот пласт они нам сохранили благодаря тому, что у нас появилось письмо, что у нас появилось... Вот я считаю, что вот такой же этап нам предстоит. Это новая эра, новая эпоха. Кто более или менее знаком с этим направлением, сегодняшним развитием искусственных интеллектов, те понимают, что это новая эра. Спасибо. Теперь хочу перейти к следующей теме. Это, скажем так, экономика. Ну, наверное, и безопасность тоже, но сегодня мы будем говорить о том, Ахра, благодаря тебе я периодически наблюдаю в Facebook,
как ты выкладываешь огромные поля, да, и говоришь, вот мы сейчас там десятки гектаров вылечили или там облетели и так далее. Расскажи, пожалуйста, какое применение там, потому что после войны именно вот компьютеризацией тоже занимался ты, тоже, да, как бы для того времени современные технологии внедрял, и сейчас летать дронами, лечить виноградники, как это? Да, ну, в первую очередь я хочу еще раз вас поздравить с новой студией, с таким апгрейдом вашего проекта. Спасибо. Это очень приятно, и спасибо, что пригласили, и тема интересная. Ну, на самом деле, конечно, это не исключительно это моя заслуга, потому что ну, как минимум несколько человек, которые вот горели этой идеей, продвигали это, и Никач, и Алхас Аргун. Как-то была такая мысль обойти, что ли, все острые углы какого-то производственного процесса, сделать его легче, сделать его более эффективным. Оттуда вот появились эти дроны, в том числе и в сельском хозяйстве, и не только. Ну, вот я с Ливаном хочу, вот конец его мысли, это начало моей мысли, хочу сказать, что мне кажется, что, возможно, мы стоим на пороге революции. Возможно. Я так не берусь 100% уверенности говорить, но возможно так. Почему? Потому что появилось нечто, какая-то не зачаточная, там, не начальная, а вполне сформировавшаяся технология, которая дает какие-то ответвления, которая позволяет с меньшими затратами ресурсов, времени добиваться достаточно качественных результатов. Если вы посмотрите на любую революцию, то, собственно говоря, это и происходило. Люди сокращали расход своих ресурсов за счет чего-то, неважно чего. Высвобождали время, это время шло на что другое, развитие мысли, творческого потенциала. Таким образом, они скачкообразно двигали нашу цивилизацию. Вообще наша цивилизация не развивается линейно, не так она идет такими вот накоплением, потом скачок. Вот, мне кажется, что такое мы наблюдаем и сегодня тоже. Вот если касается той темы, которой я вот непосредственно занимаюсь. Вот. Есть области, которые прямо очевидно видно, что как вот искусственный интеллект, artificial intelligence, который прямо там, например, переводы, например, искусство, например, наверное, видео тоже, что-то вот такое. То есть это прямо вот как чудо воспринимается. А есть вещи более консервативные. Там искусственный интеллект работает не на уровне интерфейса, что ты прямо видишь, но он интегрирован внутрь этих систем и процессов, и он там работает, хочу сказать, очень сильно, очень так вот, он завоевывает, отвоевывает это пространство. Ну, например, вот в сельском хозяйстве. Сейчас мы свидетели какой-то четвертой сельскохозяйственной революции, потому что первая это было, когда люди осели, неолитическая революция, да, 5000 лет назад когда-то было. Они поняли, что не надо бегать, надо просто что-то выращивать, ты будешь тут кушать и будешь доволен. Потом была вот эта английская революция, когда они стали использовать привезенные из Америки какие-то культуры и стали использовать машинный труд. Да. Потом была третья революция, когда люди поняли, что уже не получается, надо и пестициды использовать, то есть надо подкармливать и растения, и почву, и надо новые сорта выводить. Сейчас мы опять уткнулись в то, что население растет, земли, потребности увеличиваются, ассортимент увеличивается, люди хотят есть лучше, больше, разнообразнее и качественнее. А поверхность земли и прочее, все это остается, значит, надо, что вот это вот современное точное земледелие и максимально эффективное использование всех ресурсов. А сам человек этого сделать не может, ему надо помогать. Вот и в частности то, чем мы занимаемся. Использование дронных технологий, например, для того, чтобы вам обработать, предположим, там, не знаю, условно 100 гектар земель. С обычной технологией вам может понадобиться день, 2, 3 дня на это. А если вы используете дроны, то вам
может быть, там, не знаю, 5, 6, 10 часов. Но это было бы невозможно, если там не были зашиты вот эти программы искусственного интеллекта, которые контролируют афионику, расход химикатов, расстояние от Земли и прочее, прочее, прочее. Ни одна технология не работает сама по себе. Там зашиты вот эти вот программные продукты, которые в каком-то смысле заменяют нас. Мы, наверное, тоже могли бы это сделать, рассчитать все вот эти вот необходимые условия, но у нас ушли бы десятки, сотни часов. Там это делается просто на лету. И в этом плане, мне кажется, не только вот в сельском хозяйстве, в любой другой области. Возьмите даже наш город, управление городскими процессами. Это безопасность, это экологичность. Это комфорт для жизни, это трафик. Если вы не будете использовать какие-то алгоритмы, которые работают миллиарды раз быстрее, чем человек, вы не справитесь. Город из комфортной среды обитания, какой он был, начиная со средневековья до наших дней, превратился просто в кошмар для человека. Вы будете задыхаться, вы будете стоять в пробках, вы будете там мучиться, переезжать куда-то, возить детей в школу, когда это можно по-другому организовать. Вот в этих вопросах и нужен искусственный интеллект. И, конечно, нужна структура, которая будет его использовать. Нужны большие объемы данных, нужны датчики, которые будут передавать так называемый интернет вещей. Вот замкнутые системы, которые будут помогать вам, будут формировать комфортную жизнь. Это менее заметно, но это вот там интегрировано в эту систему. Я хотел бы короткий комментарий, вот, потому что ты сказал. Мы знаем, что если мы берем в пример именно Абхазию, у нас села опустели, а земли в большинстве своем именно, да, в селах, значит, в середине века, там, еще раньше компенсировалась вот необходимость, да, работы человеческим трудом большим количеством людей, которые заняты. Теперь, когда мы говорим о том, что применение вот таких технологий позволяют, да, вот, скажем, одной семье, ну, там, обучился сын или дочь, да, и теперь не нужно там десятки людей нанимать, и можно какую-то часть выполнить, или там важную часть выполнить ограниченным количеством лиц. Даже вот в этом, в практическом смысле, это может иметь такое значение в том, чтобы сохранить хотя бы то, что сейчас есть в наших селах. Вот как бы вот такое. Я бы еще вот тому, что Ахра говорил, в чем я вижу революционность все-таки, так скажем, четвертого уклада, так его назовем, в сельском хозяйстве. Мне кажется, вот современные технологии помогут, наверное, стереть вот эту разницу между городом и деревней в глобальном смысле. У нас чуть восприятие села, что это люди, живущие в селе, должны заниматься именно ручным трудом, физически, значит, зарабатывать себе на жизнь и используя физический труд. Мне кажется, теперь этот вопрос будет совсем иначе стоять. Я думаю, что с приходом новых технологий, особенно искусственного интеллекта, наоборот, востребованность интеллектуального труда в селе гораздо возрастает. И это, наверное, и этот путь сохранения нашего села, именно этого образа жизни, фермерского хозяйства, так условно скажем, где усадьба, ну, так скажем, высокий уровень жизни, да, потому что как человек, живущий в усадьбе, с красивым двором, думаю, что, с красивым... обратная миграция и занимаясь интеллектуальным трудом, он на самом деле, потому что и автомобиль сократил эти расстояния. То есть вот мне кажется, что четвертый уклад, он будет именно знаменоваться именно этим, что будет стираться вот это вот разделение. Сейчас, и, к сожалению, в Абхазии еще это одно разделение есть, разделение уровня жизни. Если ты живешь в деревне, ну, за небольшим
количеством людей, основная масса, это значит, ты живешь хуже, чем в городе. Вот если с приходом вот этих технологий, мне кажется, во-первых, должно выровняться, а потом, наоборот, жители, так скажем, сельской уже местности, не как села, как сельской местности, или там, она должна расти. Я вот хочу добавить еще такой момент, совершенно правильно Иван говорит. Я думаю, что при рациональном, таком правильном в организационном плане использования новых технологий в селе, жизнь в селе станет экономически обоснованной. Да. Я считаю, что будет обратная иммиграция из города в село. Ну, в смысле, Я вот не могу так далеко я заглядывать. туда хочу Но смотреть. я вас уверяю, что, учитывая нашу географию, то есть все рядом, здесь такого прямо нет, что за 100-200 километров я куда-то уехал, там, чтобы добраться до города, мне надо день потратить. Нет, все очень близко. Но люди не живут в селе, потому что экономически не обоснованно, не оправданно. Ну, будем правду говорить, понимаете, так на самом деле. Если для того, чтобы обработать землю, которая у вас есть, или которую вы можете взять в аренду, у вас будет уходить гораздо меньше времени. Если это будет делать даже, может быть, вообще не вы, а кто-то, кого вы берете там по контракту на работу, если это будет уходить меньше ресурсов, и меньше денег, а результат будет гораздо больше эффективнее, ну, близкий к промышленным стандартам, это обеспечит, как бы окупит вашу жизнь там комфортную, спокойную, в тишине, там и так далее, и так далее. Вот я просто примером приду. У меня буквально несколько дней назад разговор состоялся. Я не знаю, этот человек, он мне позвонил, наш абхазский парень, он говорит, я слышал, что вы такими вещами занимаетесь. Вы можете мне там, и он сказал, несколько гектаров. Это экономически не в наших интересах. Но я сказал, да, потому что я хочу, чтобы они это попробовали. Понимаете? И это ему будет обходиться в 10 раз дешевле, чем он будет ходить, брать тракторы, мучиться, стоять там. Но если вот так вот поддержать наше село, то я думаю, это будет экономически вполне оправданно. Я буду мечтать о том, что будет обратная миграция в том числе, потому что когда городская жизнь, ну, скажем, наша городская, поднадоедает со своими пробками даже сейчас, то, в принципе, современные специалисты, которые могут часть своей работы делать на удаленке, да, они могут хотеть жить в таком отрыве даже от, скажем так, суеты. Я тебя перебью, я давно сейчас озвучу, никому не говорил, ношу идею о том, чтобы студию перенести в Дурипш к себе. Потому что, правда, ну это 50 минут, ну час езды до Сухума, да, интернет есть, вода есть, электричество есть, и я об этом думаю. Кстати. Теперь сейчас не о студии. Ну, кстати, это, я думаю, даже недалекое будущее. Я скажу почему, потому что вот ковид показал это. Ковид показал, во-первых. Во-вторых, я вот так получилось, что в начале 2000-х жил в Москве. 5 лет я прожил в Москве, и я наблюдал именно этот процесс, когда пошел отток из города Москвы в пригород. Да. И уже считалось, ну тогда, значит, модно была Рублевка там и так далее, но эта Рублевка как одна из таких престижных форм жизни была, но огромное количество людей. Вот, например, я там, ну, естественно, снимал квартиру, и мои хозяева все жили в Подмосковье. И добираться до, значит, ихнего дома было гораздо дольше, чем в любое, вот как Андрей говорит, любое село. Еще если и пробка, это 4-5 часов. Да, и вот это вот, как бы так сказать, реиммиграция, да, она вот я на моих глазах была, когда, значит, ну что, это условия жизни, то есть, естественно, там большую площадь ты можешь себе создать. Во-первых, двор, ну, много чего, экология и все остальное. То есть, в принципе, я так думаю, что вот здесь мы с помощью вот как раз-таки того, чем сейчас наглядно занимается Ахра, можем сказать, что это
фундаментальные вещи, да, то есть мы сказали о языке как о фундаменте нашей культуры, без которой мы не можем существовать как нации. Мы сказали о нашей экономике, сельском хозяйстве как базовой для нашего этноса. Ну, наверное, и поговорим сейчас о безопасности. Прежде чем вот о безопасности, я все-таки хотел бы еще один аспект затронуть. Это, Анри, ты об этом говорил, но вот культура. Я бы хотел бы, что да, ты занимаешься музыкой, но как мы можем, именно используя искусственный интеллект и возможности, которые он дает, продвинуть нашу культуру, наши песни, наше кино и так далее. Да? Даже наша беседа, она сейчас выйдет в YouTube, и там субтитры можно сделать автоматически на многие языки. Да? На абхазский, кстати, в Гугле, да, в YouTube возможно, но это будет качество так себе. Да? Тем более нет синтеза речи. Но вот хотел бы вот эту тему, чтобы мы затронули. Мне кажется, это очень важно, а потом уже перейдем к безопасности, хотя можно было бы с нее начинать. Ну, вот, кстати, культура сегодня тоже есть безопасность. Да. Есть, может, даже важнейшая безопасность. Ну, вот, что касается языка, вот сейчас самое главное, то, о чем мы говорим, очень много контента. Да, мы не успеваем за ним, наши дети смотрят YouTube, как ни крути, они смотрят разный контент, и он там на абхазском языке его практически нет. Мы занимаемся дубляжами, но пока мы работаем над одним фильмом, месяц-два, выходит 50-100 релизов. Он уже не в тренде, да. Да, а теперь есть вот Яндекс.Переводчик. Просто, ну, на английском, ладно, мне не особо нужен переводчик, но есть разные там языки, там по звукорежиссуре я смотрю на немецком видео, и это очень удобно. То есть любое видео ты переводишь на русский язык. И если абхазский язык интегрируется, то есть ты понимаешь, что ты ребенку можешь просто нажать на переводчик, и он уже смотрит контент на абхазском языке, и мы не думаем о том, что это надо переводить, и на это уйдут месяцы, годы. Вот это, конечно, вот для меня самое такое вот передовое, что нам нужно и для сохранения языка, и для его, скажем так, и для популяризации. Но в культуре сейчас, конечно, активно я использую, стараюсь. Я даже в дубляжах сделал такой тестовый. Один персонаж у меня озвучивает на абхазском языке. Там, правда, с акцентом, но я попробовал, дубляж уже доступен, он есть. Нейросеть озвучила персонаж, говорит на абхазском с акцентом неким. Но это мне сэкономило, во-первых, я проверил так, сэкономило много времени созвонить с актером, он приедет, выучит роль тут. А тут просто вот задаешь, он все начитал, ну, примерно рядом, при том, что он не знает абхазского. Да. Пока не знает абхазского. Пока не знает. И, конечно, это прорыв. Ну, вот, то есть, да, вот мне было важно, чтобы мы такой, как бы такой практикум показали, что в современных условиях можно задать определенный голос, и он будет озвучен. Я это сделал тестово в своей страничке в Фейсбуке. Мне многие говорили, что ты что, арабский знаешь или еще что. Я хотел просто показать, что так могут другие языки. Абхазский пока, к сожалению, нет, но это вот очень близко, потому что когда я смотрел фильм «Владиславе», вы частично реализовали то, о чем мы говорили, что это будут аудиокниги, голосами авторов, причем это будет очень быстро и доступно. И когда это вот так быстро реализовалось уже в стенах нашего драмтеатра, вот, как такое позитивные были такие ощущения. И еще хочу вот один аспект теперь уже свой собственно затронуть. Я вижу, что наша молодежь постепенно использует вот эти тренды больше в социальных сетях. И, к сожалению, из-за того, что недоступен именно абхазский, такой формат, они, конечно, реализуют свои такие и задумки больше на других языках. Но так как это модно, и если там будет абхазский язык, вот эту моду мы сможем очень быстро распространить, потому что молодежь и дети очень быстро подхватывают все новое. И я вижу, что вот я просто представляю себе такой абхазский контент, когда по сути какой-то подросток может мультик выпустить в течение одного дня. Передаем большой привет нашему другу Астамуру Квицине, который бедным годами мучается, чтобы нарисовать мультик.
А с применением искусственного интеллекта и когда там будет полностью интегрирован абхазский, я думаю, его таланты и возможности, они будут просто в 100 крат увеличены, и он сможет другую производительность дать и больше, да, больше контента выдавать. И, наверное, тема безопасности, тоже об этом поговорим, тем более и Ахра, и Ливан глубоко понимают и на практике понимают значение современных, да, таких средств ведения боевых действий, просто защиты страны. Это могут быть не только техника и технологии, но и безопасность, наверное, в широком таком смысле, как и информационная безопасность, как и идеологическая, если хотите, безопасность. И я думаю, что вот, кстати, на первых ролях как раз находятся люди, которые культурой занимаются. Это же сейчас пресс идет глобализация, плюс вот это весь искусственный интеллект. Это вот пресс на наши, да, на наши устои, на наши понятия. И как Ливан сказал, мы можем их использовать в обратку, мы можем это сделать своей силой. И, Ливан, тогда тебе первому предоставлю. Да, я так думаю, что это, наверное, мировая практика. Две вещи, которые это в истории всегда так было, две вещи, которые ускоряют прогресс. Это война и пандемия. Это исторически так было. Пандемия холеры там или там каких-то гриппов различных, когда население страдало, оно приводило к, значит, человек начинал по-другому думать, по-другому общаться и так далее. Ну, чума, да, как чума, с революцией, да, что говорили. Чума, кстати, да. Чума в Европе сыграла очень большую роль в прогрессе, когда наполовину сократилось население Европы, они начали думать, как технологично восполнить это население. Технологии, значит, пошли вперед. Ну и война, потому что это когда человеческий мозг обостренно думает о том, как спастись, как нанести противнику ущерб, как выжить и так далее. То есть и здесь так сложилось, что две вещи, значит, на коротком отрезке, потому что те события, которые происходили с нашим стратегическим союзником, безусловно, сделали так, что мы очень внимательно следим за тем, что там происходит, и мы знаем, что без использования современных технологий уже воевать в современную войну, участвовать в таких операциях невозможно. Это подтверждают наши ребята, которые, значит, выполняют такой союзнический долг и находятся сегодня на Украине. Вот. И в самом начале, тогда, когда мы с Ахрой более, так скажем, всегда отслеживаем все события, которые делимся мыслями. Еще Батал Джопа у нас такой есть, который мы как бы вот обсуждаем все события, которые происходят в этой области для того, чтобы какой-то извлечь опыт. И тогда мы сразу подняли этот вопрос. Даже я помню, это 3 года назад, даже я помню, что был такой круг бизнесменов, где мы предложили и сказали о том, что давайте развивать нашу, тогда мы объяснили, что такое сетицентричная форма, значит, управления, создать эту, значит, это направление для того, чтобы иметь свою базу для развития. Но, естественно, не были тогда условия такие созданы. И что мог тогда локально Ахра решал, я не знаю, я военную тайну раскрываю, или это уже можно говорить, но
После записи узнаем. Да, первые, значит, обучающие процессы начал Ахра. Он, потому что уже обладал дронами и теми системами наблюдения, теми системами, которые, значит, у него был, работал с различными родами войск. И я думаю, вот он, так скажем, заложил основу. Да, ну, в абхазской армии так было. Ну что, эта история уже заложила основу. Но планы у нас были более широкие, начиная от производства собственных БПЛА до создания этой системы нашей. Вот. Но, к сожалению, тогда эти идеи не были поддержаны. Тогда вообще парадигма руководства Абхазии была, что мы ничего не можем, нам еще ничего и делать не надо. Поэтому, но мне кажется, это все равно актуально. И тогда о тех заявлениях, я помню, когда мы говорили о том, что мы это можем, на самом деле сейчас все подтверждается, потому что настолько сборка, да, БПЛА удешевилась, да, настолько она стала эффективным, что уже ни одно подразделение не видит себя вне этих систем. Вот. Поэтому и сейчас это все актуально. Я думаю, это значит, от создания вообще подразделения, я думаю, БПЛА в нашей армии и до того, что все, начиная с военного училища, все уже современные военные должны обладать этими навыками, уметь его интегрировать в свои рода войск. То есть за этим будущее. Это не просто будущее, это уже настоящее. Надо просто смотреть на свадебных операторов. Да, это у них уже все реализовано. Это уже настоящее. Поэтому без этого настоящего уже двигаться нельзя. И наш опыт, и наше видение можно использовать сегодня для того, чтобы создать именно такую, именно суперсовременную абхазскую армию. Кстати, вот мы с Ахрой, как ветераны, можем сказать, что абхазские воины очень быстро воспринимают новшества. Да? Когда мы формировали армию, тогда, значит, был выбор между, сейчас я, может быть, и ухожу в сторону, но дивизионной, полковой системой или бригадной системой. Да, и Владислав сказал, давайте бригадную, это более новое, это более современное и так далее. И мы освоили эту бригадную систему формирования армии и быстро как бы смогли тогда вот, все это интегрировать, и у нас все получилось. Поэтому, я думаю, все эти новшества, значит, реализуемы. И одно еще хочу напоследок сказать. Так, вот 3 года назад я говорил о том, что освоение этих технологий это приведет к тому, что к бесполезности вообще воевать с Абхазией. Вот просто бесполезно будет. Потому что и это подтверждается сегодня, когда эти БПЛА современные совершают огромные рейды, да, на 1000 километров и так далее. А здесь в любую часть Грузии можно долететь буквально за там, можно доплыть. Кстати, да, тоже. да. Ну, это к слову, то есть, да. Если я говорил тогда о том, что если тогда в войну с Абхазией сама Грузия не почувствовала, потому что, ну, у нас не было, то сейчас в современной войне современные, значит, технологии позволяют вообще энергетическую, я не знаю, любую инфраструктуру уничтожить на расстоянии. Поэтому, свешивая уже вот эти все за и плюсы и минусы, я думаю, я так считаю, что такая подготовка Абхазии к современной войне,
она фактически приведет к возобновлению каких-то военных действий и так далее, к нулю. Потому что все будут понимать, что воевать Купе, сегодня... кстати, с другими факторами. С другими факторами, но этот фактор сегодня, я думаю, один из будет значимых. Это Да. такая, помните, была во времена Дикого Запада шутка, что Бог создал людей сильных и слабых, потом появился Кольт и всех уравнял. Уравнял шансы. Значит, большие и малые народы, потом появились технологии и уравняли шансы. Ну, в очень большой степени, конечно, это так. Понимаете, вот. Я не знаю, на каком уровне сейчас находятся эти дронные подразделения нашей армии, потому что я уже, естественно, не имею доступа. Но когда-то в свое время и средний командный состав, да и Министерство обороны поддержало этот проект, и там были очень хорошие ребята, которые вот совершенно очень быстро это восприняли. Я просто не знаю, за какой-то месяц они превратились просто в людей, которые могут просто что-то делать, могут там строить какие-то системы, планировать, наращивать это, проявлять какую-то инициативу. И в наших условиях, и в том числе и географических условиях, использовать технологии, то просто, я не знаю, решает очень многие вопросы, которые раньше мы никак решить бы не смогли. Конечно, нельзя недооценивать потенциального военного противника и так далее. Но хочу вам сказать, что буквально 10 лет назад разница в потенциалах была колоссальная. А мне кажется, сейчас она может быть выровняться. И не надо выигрывать войну. Надо выигрывать, чтобы не было намерений, чтобы не было соблазна. Лучшая война, которая не начата. Да, конечно. Да. Если вы готовы, если вы можете использовать все современное, передовое, что есть, так значит вы и правильно поступили. И, кстати, хочу сказать, что это ведь не только к военной теме относится. Мне кажется, это можно как бы так вот проецировать вообще на всю абхазскую жизнь, в том числе и на культуру, на экономику. Почему? Вот смотрите, да, наша цивилизация, вообще наша Homo sapiens, это цивилизация кризисов. Вот Иван совершенно верно сказал, если не прищемят тебя, ты шевелиться не будешь, будешь там валяться где-то под деревом и яблоки кушать. Но когда тебя начинают давить, когда опасность, ты начинаешь что-то делать. И было несколько примеров в истории нашей цивилизации, когда небольшие народы, или там, скажем, как не государство, может, какие-то этнические образования, благодаря тому, что они используют технологии, вырывались вперед. А возьмите голландцев. Да. Они использовали морские технологии. Они были новаторы в этом деле. Они стали плавать, они стали торговать, они вынуждены развивать технологии. Это повлекло за собой приток товаров, денег, благосостояния. Потом они стали учить своих детей. Вы понимаете, как это все? Извиняюсь, этот опыт они переняли у северно-итальянских городов. Те, в свою очередь, где-то переняли у греков, греки потом у финикийцев. То есть это... Да. К чему я хочу сказать? Если у вас маленькое государство и по площади, и по демографии небольшие ресурсы, конечно, вы не можете их бухнуть на то, чтобы традиционными способами что-то развивать. Но если вы перескочите этот этап, когда надо экстенсивно, а может и интенсивно делать за счет знаний, технологий и таких революционных открытий, изобретений, так значит вы можете перескочить сразу на другую стадию. Это скажется и в экономике, и в безопасности, и в культуре, и в вашем самосознании, вашей самооценке. Знаете? Очень важно, малые народы должны сосредотачиваться на том, чтобы использовать все самое последнее, самое современное, максимально интенсивное, интегрировать во все сферы нашей жизни. Знаете? Тогда мы выстоим. Кстати, у меня левое подозрение, что абхазы на протяжении многих столетий, кстати, так и делали, мне кажется. У них было прекрасное оружие, у них была прекрасная военная организация, у них был прекрасно налажен быт, у них была четкая этическая система, которая позволяла
держать сообщество в рамках каких-то правил, законов. То есть все самое современное, что было на те времена, они использовали, вот они выжили. А люди, которых миллионами исчислялись, они исчезли. Вот, мне кажется, вот такое. Ну, Спасибо, да. дополнит еще и вот поднимает понимание того, что вот шансы уравниваются, это еще поднимает так дух, мотивирует, потому что в критических ситуациях люди вот начинают мыслить, вот там у врага дроны, тепловизоры, но когда понимаешь, что, то есть и обладаешь тоже, то есть такими что этот дрон возможностями. стоит 100 Да. тысяч рублей максимум. Да. Понимаешь, Я что... Вот если вот ты говорил, Иван, о том, что вот войны, да, они провоцируют прогресс, здесь мы можем видеть, что уже вот в обычной жизни, если применяются те же дроны, как я сказал, в съемках свадеб и для лечения виноградников, то, конечно, их надо применять и по назначению другому тоже. И вот я единственное, что хотел вспомнить, один эпизод, когда мы говорим о дронах и от Гуры Налапа, вот это хотел момент сказать. Да, наверное, Ахра, ты лучше скажешь. Да, вот я просто... Вы понимаете, в 92 году этот человек создал практически абсолютно идентичный тому, что используется сейчас в российско-украинском конфликте. Как он тогда, 30 лет назад, с ограниченными вот этими вот техническими средствами, но понимая принцип работы вот этих технологий, понимая вот эту научную часть, вот это создал. Понимаете? Это о чем говорит? О том, что мы можем, понимаете, если мы... Это были вообще опережающие технологии. Он опередил Опережающие. свое время на 30 лет, но в 21 веке 30 лет то же самое, что в 19 это 100 лет. Это все сжимается, понимаете? Ну, вот мы по этому пути должны идти. Вот по пути от Гуры Налапа в этом смысле мы должны ставить сверхзадачи. Используя все самое последнее, возможно, невозможно, и сами не знаем, кого-то привлекать. Знаете? Мы должны стоять на самом переднем крае этого прогресса. Если мы так не сделаем, нам плохо будет, ребята. Ну, я думаю, нам будет хорошо, но не поэтому, а в смысле в целом нам будет хорошо, по одной простой причине. Вот сегодня мы готовились к эфиру, и тема такая совсем новая, да, искусственный интеллект, нейросети и так далее. И найти эксперта, который разбирается полноценно, мы даже, наверное, в OpenAI не смогли бы, который пришел бы и нам все это рассказал бы. И я почему хотел пример от Гуры Налапа привести. Может быть, такое происходит, что прямо сейчас какой-то наш парнишка какие-то такие гениальные, да, и для своего времени вещи придумывает, и которые через 30, 50 или 100 лет окажутся мейнстримом и глобальным каким-то трендом. Поэтому сейчас мы живем, на мой взгляд, в эпоху, когда действительно можно и нужно смотреть и фантазировать очень далеко, и в этом есть большой шанс для таких малочисленных народов, как наш. Ну, еще для этого мы и создали эту площадку, чтобы притягивать таких людей, наверное, сюда, для того, чтобы обсуждать, дискутировать, доводить до, я не знаю, здесь, я думаю, самая главная цель — это то достояние, на самом деле, которое нам досталось от нашего прошлого, не знаю, те ценности, благодаря которым мы сегодня существуем, одерживаем победы и так далее. Это ценности, которые сегодня мы можем передать будущему поколению, используя новые технологии. Без этого в той архаичной форме, в которой как бы ты ни пытался, ты не сможешь их передать. Да. Нам нужны новые так сказать, прочтения, новое видение этого, так скажем, потому что на самом деле это сделали наши старшие в 20 веке.
они создали литературу, они создали все-таки роман абхазский, роман в стихах. Это самые в то время современные Кино. Значит, формы донесения вот этих наших ценностей, нашей нравственности до молодого поколения. Это же все было ориентировано на нас, да. И благодаря тому, что они сумели, да, по-современному это прочесть абхазский эпос по-современному и создать новый абхазский эпос, да, новое, так скажем, видение вообще абхазское. Мы сегодня вот здесь имеем возможность сидеть и говорить об этом. Вот, поэтому я думаю, нам надо привлекать больше молодежи, о тех ребятах, о которых мы говорим, потому что я думаю, что их мозг лучше даже воспринимает вот это вот все, что мы говорим, они лучше нас это воспринимают, и у нас нету такого желания их как-то там отодвинуть, сказать, что мы хотим быть на равных с ними, вообще как братьев, значит, и ждем их в студии и в проектах. И в проектах. Во всех, я думаю. Во всех Ахра проектах. в своем, да, Андрей конечно. в своем, мы в своих. Да. Да, поэтому я думаю, что у нас в этом направлении очень, так скажем, хорошее будущее. У нас огромный фундамент. Огромный фундамент, и этот фундамент, мы интересны миру. Мы интересны миру. Вот Ахра говорил о том, что вот от преемственности, да, во всех сферах жизни. Но самое главное у нас преемственность была в этих наших духовных ценностях, да, вот в этом стержне. И мне очень всегда было, я всегда говорил с гордостью, что я абхаз, что и это, значит, я думаю, вот благодаря тому, что вот это в ту духовную основу, которую нам вложили наши старшие, они нам ее так дали, что мы ее очень хорошо воспринимали. Вот то же самое наша уже задача, вот то, что, вот, например, Андрей делает по-современному, доносит молодому поколению наш язык, нашу культуру, это очень важные направления. И мы, я думаю, здесь совместно еще много чего сделаем. Много сделаем, да. И еще я хочу поздравить, Андрей, с выходом совместного вашего альбома с Викторией Лабия. Я вчера слушал композицию Апсура. Апсынра, вернее. Апсынра, да. И, кстати, тут нужно заметить, что клип был снят с элементами использования искусственного интеллекта. В самом конце вот это вот самый главный элемент. Это, да, самый финальный, такая точка была сделана, точка в виде ладони. Да. Поэтому это вот уже в нашей жизни полноценно. Я хочу поблагодарить за эту беседу. Подписывайтесь на Апсны Хабар, мы продолжим диалоги, которые важны для нашего общества и для нас. Спасибо еще раз участникам этой беседы. Абзирас.